Ради Фаридович, вы пребываете в маленьком таком домике. Это чудесный сказочный домик для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день домику 77 лет. Вот в таких условиях мы их и лечим, и оздоравливаем. Вот я хочу вам показать комнату, значит, адаптации. Здесь у нас в лучшие времена, вот в этой половине комнаты встречались родители с детьми, знакомились, родные мамы, папы приходили, их навещали. На сегодняшний день мы сделали вот такую рабочую зону. Вот, то есть здесь мои сотрудники общаются с ними на удаленке. С родителями, да? Да, по ВКС. Здесь же у нас и оперативки министра проходят. То есть у нас есть рабочая зона, есть такая зона для родителей. Мы очень скучаем, когда она опять у нас оживится. И вот мы с вами приближаемся к нашей реабилитационной зоне. Сидят, смотрят, напротив висит телевизор, они очень хорошо там смотрят сейчас мультфильмы. У нас эта камера очень спасает в каком плане, потому что дети... Да, профилактика, да? Профилактика. И поднятие иммунитета, и профилактика простудных заболеваний, что сейчас опять-таки немаловажно. Дальше у нас в этой реабилитационной зоне идет кабинет физиотерапии. Сделали все в таких вот ярких цветах. Здравствуйте. Значит, в связи с тем, что наши дети, это основная масса дети с перинатальной патологией и с легочной патологией. Вот у нас здесь функционирует электролечение. Не бойся, лежи. ОВЧ. В связи с тем, что у нас основная масса детей с перинатальной патологией, мы очень хотим вот приобрести сюда кровать «Сатурн». Это такая кровать с сухой эмиссией. Она имитирует невесомость. То есть вот это вот положение внутриутробное, которое было у мамы, чтобы мы эти для детей создали. Потому что вот сегодня 25 детей до года здесь, и все 25 имеют перинатальную патологию. Все-таки для них эта кровать нужна. Вот место даже приготовили. Вот здесь вот, да? Хотим эту кровать все-таки мы приобрести, поставить. Зона водолечебницы. Здесь вот у нас бассейн. Идемте, пройдем, покажу. Здравствуйте, здравствуйте. Сколько? Мальчик, да? Мальчик, 2 лет, 3 месяца. 3 месяца, да? Вот это довольное лицо. Это тепло, та же самая невесомость, но это в воде. Вот она, да, гидромассажная ванна, да, расслабляет очень хорошо. Очень любят малыши в ней купаться. То есть вот такая вот у нас водолечебница. Понятно. Видите, вот даже не пикнет, лежит и балдеет. Да, малыши же не так. Те дети, которые постарше, выходя из бассейна, вот это их зона отдыха. Вот они сидят, пьют фиточай, у каждого свой шкафчик, свой там халатик, свое полотенце. А вот дети, которые из галокамеры, они напрямую переходят вот в этот кабинет, и здесь у нас медицинская сестра делает кислородные коктейли. То есть наши дети принимают еще и кислородные коктейли. Такую вот коктейльную зону мы им сделали. У вас такая оздоровительная часть сильная получается, да? Да. Вот. Ну а так как дети поступают все-таки нездоровые у нас есть свой пост. Вот на этом посту работает постовая медицинская сестра. У нас есть и дети. У нас круглосуточный врачебно-сестринский пост. У нас есть дети ВИЧ, у нас есть гепатитные дети, поэтому лекарственное обеспечение, вот это оно круглосуточное, наши дети получают. Здорово. В принципе, все помещения типовые. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас есть песочный стол. Опять-таки, вот они играют, это да? идет как дидактический материал, они занимаются. Это у нас 3 брата-акробата. 3 брата? У нас дети селятся по родственному. Они могут быть все разновозрастные, поэтому в группе у нас есть и маленькие, и большие дети. А девочка тут еще у нас, я вижу, да? Это, да, это малюська такая. И там, по-моему, да, у нас где-то в спальне еще есть малюськи. Пацаны-то похожи друг на друга. Как? Да. Но они у нас в понедельник возвращаются в родную семью. Все, слава То есть Богу, да? семья была в трудной жизненной ситуации, мы им помогли. А сколько времени они здесь провели? Они здесь немного. Ну, сколько? Они меньше полугода здесь. Меньше полугода. Но все равно. У нас средний срок пребывания здесь детей от 3 до 7 месяцев.
Забирают детей, Да. Если в этом году вот за 11 месяцев 126 поступило, то 137 выбыло. На Новый год домой поедешь? Разговаривает пока только старший. С этими мы занимаемся, чтобы они учились разговаривать. Это такое счастье, 3 пацана. Да. Такое счастье. Это вот семья счастливая. Так у них разница в возрасте получается. Они фактически погодки. Я говорю, Практически они погодки идут. Вот такой серьезный. Вот там вот пойдемте посмотрим, как они спят. Ну, вот Здрасте. такая вот спальня, видите, Кому-то раз можно. они разновозрастные, значит, у нас, Да. видите, и кровати все разные. Ну, вот это у нас идет абилитация, да? Элементы абилитации, то есть мы восстанавливаем те функции, которые мы не допускаем до Сколько лет? инвалидности. Полтора года. Но Девочки. ребенок органическое поражение. Да, он как. Ну, то есть здесь вот неврологическое Она заболевание, очень долго лежала. Сейчас начинает ходить. Начинает ходить, да? Да. То есть вот, Вот за первые счет шаги абилитационных делает. мероприятий, да? Да. Ну, молодец. То есть этих детей мы вот как раз мы их вот получаем, и мы как пластилин из них лепим, Да. чтобы уже передать в хорошем реабилитационном статусе этих детей дальше. Сколько детей у вас сейчас всего? Сегодня 131, но здесь в Уфе 99. И в филиале еще в Стерлитамаке остальные. Но все тяжелые дети концентрируются здесь, потому что мы находимся вот в блоке больниц. Здесь все рядом и кардиодиспансер. Связь налажена с ними? У нас очень хорошие, то есть очень проблем с хорошие. этим Нет, проблем вот по взаимодействию. Во-первых, наших детей в первую очередь принимают. Пока, пока. До Пока-пока. свидания. Вот. Теперь я хочу показать вам как раз изолятор. Мы недавно там сделали ремонт. В очень такие красивые краски долго подбирали. Здесь у нас находятся дети, если они напрямую изъяты из семьи. Сейчас идемте сначала вот сюда. Совсем малыши, да, здесь? Если напрямую изъяты из семьи, мы их выдержим карантинный срок. Ну и здесь вот наши паллиативные дети. Сделали, видите, стекла, как раз мы 4 комнаты просматриваем очень хорошо, чем всех детей там видно. И вот в этот изолятор, раз здесь тяжелые дети, вот мы очень хотим датчики дыхания. Под каждый матрас, чтобы он был, то есть как ребенок дает апноэ, это и профилактика младенческой смертности, и детской. Как он дает вот это апноэ, он срабатывает звуковым Это вот сигналом. продумано, вам это надо, да? Это вот нам надо. Надо, да? Хорошо. Ладно, я все поручения дам, мы быстро все это сделаем. И вот такие детишки, наверное, в основном к армии идут, да, получается? Ну, в основном, да, Ну да, потому что мы получается, они же... после стационара куда их? Куда? Вот мы здесь и социальный статус дальше устанавливаем, определяем дальше их и жизнеустройство. Очень большие выписки даем родителям. Мы с ними встречаемся несколько раз, рассказываем про проблемы этих детей, что мы с ними делали и что им следует дальше делать, чтобы ребенок дальше развивался. Вот они здесь, вы говорите, до 7 лет, да? Нет, у нас они до 4 лет включительно. Инвалиды, вот когда вот совсем такие, мы их стараемся до 5 додержать все-таки, потому что у нас хорошая реабилитация. Потом? Ну, потом они уходят в детский дом или в Серафимовку, но это очень маленький процент. У нас 92% забирают. Сейчас с момента изъявления вот, желания и до момента забирания, вот, бюрократия много времени отнимает? Или сейчас все-таки? Сейчас же по законодательству до месяца, До и месяца мы всё, укладываемся, да. Вот у нас есть такая квартира, это называется комната социальной реабилитации. Да, чтобы они Это понимали. мини-квартира. Здравствуйте, поварешки наши. То есть вот здесь все, что должно быть в квартире, чтобы дети знали, Да, понимали, что... чтобы они понимали, что вот так должно быть. Это не, то есть это не какая-то казенщина, а вот настоящая квартирка. Вон они вот у нас умеют все лепить. Сами что делаете? Сегодня у нас хворост. Хворост сделать? Угощайтесь. Спасибо. Молодец. Здесь у нас занимаются логопеды. Здравствуйте, Мухаммажон, здрасте. Не пугайся, не пугайся. Не пугайся. Ты чего не узнаешь? Это наша звезда Израиля, который Да вы ездил что? в Бараку, да. Ну как? А сейчас как? Получше у него? Ну да, сейчас Получше, получше, да? да. Ладно. Он Самолет, на очень- самолете летал, да? Как ты летал? Покажи. Покажи, как летал самолет. Все хорошо, как летал. Не боялся на самолете? Давай. Ты же мальчик. Во, Вот так. молодец. Нет, вытащить губки, вытяни, как мы вытягиваем. Молодец.
молодец. Вот, мы вот так летали, да, молодец. Ну, понравилось, нет? Да. Вот, молодец. Подрастешь, будешь летать еще, да? Еще полетишь? К дяде Бараку полетишь? Буду летчиком, да? Будешь? Скажи, Где? летчиком. К дяде Бараку полетишь? Ему надо спасибо сказать, да, дядя Барак? Да, по морю Он погулять. когда приедет, мы зайдем в гости к Да, тебе. вот это его Позитив мальчишка. есть какой-то после этого? Но мы, там же ему, значит, небо закрыли твердо, мы ему убрали трахеостому, и вот он сейчас начинает тихонечко разговаривать. Слава Богу. Слава Он же Богу, долго не слава говорил, Богу. да, Ирина Семеновна? Потому что у него пока все это долго заживало. это же Еще нужно туда возить его, нет? Или пока все здесь? Нет, сейчас чисто, Все, то есть базовые вещи сделать. Ну и слава сейчас Богу. чисто наша вот педагогическая вот такая вот с ним работа. Вот у нас такой вот интерактивный стол, очень Я дяде Бараку сейчас позвоню, скажу спасибо. И все. Пока. С Новым годом тебя. Скажи, пока. Пока. Молодец, молодец. Скажите, пожалуйста, а вот ребенка, говорят о том, что лечили ребенка в Израиле, а что Да. это, почему? А мы, потому что все-таки нужна была помощь такая высококвалифицированных специалистов Израиля, мы с доктором Бараком договорились, попросили его вот, взяться, потому что не все могли эту сложную ситуацию решать. Но вот совершенно динамика другая. Так что Роман Борисович, когда сюда приедет, он выходит из Советского Союза, как вы понимаете, мы сюда придем вместе с ним. Вообще мысль у нас договоренность какая, что часть детей, которые все-таки медицина в некоторых вопросах израильская существенно продвинулась, мы туда наших детей будем отправлять, когда такая необходимость будет. Спасибо. Вот у нас такая замечательная сенсорная комната. Здравствуйте. Вот эту комнату мы сделали в 2019 году. Приобрели. Покажите, как по полу ходим. Ну-ка, Какой у нас там не пол. боишься? Не, молодец какая. Вот. Они очень любят пол. Да, не бойся, не бойся. Любят вот этот пол, вот тактильный пол, где разные совершенно у нас молодец. поверхности. Вы сейчас... Идем, показывай. Ох ты, ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты. У них есть зона комфорта для них, где они вот в эту грушу садятся, закрываются вот этим дождиком седативным. И это их зона комфорта. И зона комфорта вот прям за вами, вот груша висит, где гамак. Они вот здесь закрываются тоже тоже. Для многих детей, у кого есть вот эти аутистические предрасположенности, для них это очень комфортные зоны. Вот такая сенсорная комната. Есть еще вот такая комната ликотеки. О, здравствуйте, занятие идет. Здравствуйте. Вот, это ликотека. О, герой какой. Да. Здесь они... Сколько мальчиков? 2 годика. Вот. Ты большой уже такой, да? Да. Большой. Вот здесь они учатся анализаторной способности. То есть вот зеркала, это они себя видят, тактильные они разные, вот по ощупь, по ощущениям, да? Музыкальные инструменты, звуковые сигналы. То есть здесь вот, ну, можешь рассказать чуть-чуть. Анализаторы, да. Вот здесь вот мы такими вот занимаемся. Нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот как раз я рассказывала про международную квалификацию функционирования, классификацию. Вот он один из первых был, кого мы взяли. То есть мы ему составили краткосрочный план, чтобы он ложкой научился ложку держать. Мы добились этого эффекта. Второй было научить его ходить. Вот он теперь тихонечко начинает ходить. Вот, Так, молодец. мы пошли, Всё, пошли. всё. Все, пошли мы. Такая доска известных людей. Он Михаил Васильевич. Да, да, нам его не хватает. Прям друг нашей организации. Он мне рассказывал всегда, правда. Вот сейчас я вам покажу. Вот такой у нас Здравствуйте. есть. Здравствуйте. Интерактивный пол. Мы его приобретали для детей именно маленького возраста. Очень долго мы заставляли эту фирму искать как раз для наших детей программ, потому что они были больше для школьников. И они нам аж 54 программы нашли. Вот мой психолог занимается с детьми на этом интерактивном полу.
очень нравится. Вот. Причем здесь очень интересно, что для тех, у кого возбужденное состояние, у них одна программа, те, кто наоборот замедленные такие, они более активные идут. И вот такой у нас Ого. Здравствуйте. Вот такой мы сделали яркий, красивый зал ЛФК. Ну как? Приобрели Ты на аппарат. лошадке скачешь, да? Да. Молодец какой. Держись крепко. Крепко. Держись крепко. Давай еще включим и тебе. Аксакала воспитываем. Это очень полезная вещь на самом деле, да? Вот мы приобрели буквально месяц, как на нем скачут все. Если бы у вас место было, я бы вам лошадку подарил. Есть мальчишки, кто уже песенки поют, да, у нас сидя на Ну-ка, лошадке? давай. Нравится тебе? Ну и сейчас у нас буквально небольшая визитная карточка. Давайте. Идемте, присаживайтесь. Наши детишки себя презентуют. Это мои сотрудники уже. Да, я смотрю. Ох ты, вот они, да? Это наши маленькие звездочки, да. Могут быть звезды, планеты, могут быть звезды и дети, открывают чудо небеса, удивления полные глаза, молодые льются голоса, это звездная роса. Снова в этом зале звезды засияли. Ты даже не ждешь, на тебя пролится звездный дождь. Ну, вот это была наша маленькая Молодцы, визитная молодцы. карточка. Спасибо. Радик Фаритович, вам хочется сказать огромное спасибо вот за такое количество подарков, которые вы нам сделали. Вот они знают и заберут, да, как вот. Они знают? Ангелин, Они вот у них есть. ты да? знаешь, что здесь есть подарки для вас? Бегите, выбирайте. Выбирайте подарки. Вот эту? Да. Ты бери вот это, молодец. Только тяжелое держи. Так. Шарик мне дай, а сам подарок свой бери. Вот они молодцы. Книжку. Ты книжки читаешь, да? А ты что хочешь? Ты что хочешь? А? Давай, говори, что хочешь? Куклу хочешь? Вот эту куколку, да? Вот. А у них вот есть возможность, вот игрушка есть свое? У них есть. Есть, да? То есть, И мы их потом даже в семью передаем с любимой игрушкой. то есть все-таки есть возможность, чтобы любимая игрушка. У них и личный рюкзачок есть. И мы еще сделали проект, у них даже есть фотоальбом, где они вот с момента поступления, мы их, как они растут, у нас фотографируем и передаем тоже маме, чтобы у них история осталась. Чтобы вот какой-то этот был. Спасибо вам огромное. Вот у вас какие проблемы самые? Вот что вам? Секундочку, Радик Фаритович, не все еще так просто. Наши детишки Сами делали, сделали своими руками вот такие вот. Да, спасибо. Это вам подарки. Спасибо. Ох, молодцы какие. Вот, это вот как раз тот самый дидактический материал, с которым они работают. Спасибо. Поэтому Спасибо. вас тоже с наступающим праздником. Вот наши детишки Я это поздравляю. одну себе ставлю, другую примеру дам и министрам, чтобы сюда пришли. С наступающим вас Новым годом. Будьте сами здоровы. Спасибо за ваш труд. Спасибо большое. Еще, Радик Фаритович, тут я встретила своих ребят, которые нам делали ремонт. Они где делали? Вот этот зал, изолятор и вот этот кабинет физкультуры. Вообще хочется большое спасибо вам сказать, ребят, потому что они настолько душевно отнеслись к нашей организации, с нами согласовывали, да, сколько мы цвета здесь подбирали. То есть вот любой шаг согласовывался, поэтому вот мы видим вот такой шикарный результат. Вам тоже в помощь будет все немножко. Там строители нас подводят. Я вот салют, мы недалеко от вас делаем, революционный. Там тоже будет хороший. Там круглосуточно, круглогодично работы со школьным образованием. И хоспис мы доделываем. В следующем году хоспис должны запустить. К сожалению, некоторые ваши дети
вот будут пользоваться хосписом. Вот так. Очень много же еще дома таких лежит. Вот. Да. Вот у меня есть задача вот эти два объекта запустить. И еще в 2 регионах на северо-востоке. И в Сибае мы хотим, потому что детей много становится. Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное. С наступающим. Ждем вас в гости. За ваш труд огромное спасибо. Будем всегда во всем поддерживать. Я вот 2 вопроса, которые были, я прям во вторник все поручения раздам. В самое ближайшее время мы вам купим. Хорошо. А так, пожалуйста. Спасибо. Я тоже на Спасибо. связи. Ладно, до свидания. До свидания. Ральф Ильич, мы когда выбирали, о чем мы с вами и где поговорим с вами перед Новым годом, вы сами сказали «Дом малютки». А почему такой объект выбрали? Ой, ну вот я хотел перед Новым годом вообще, знаете, так, как можно большему количеству людей сказать спасибо. Вот год был непростой, поэтому вот я встречался с врачами, потому что врачам надо было сказать спасибо. Я встречался с работниками культуры, я встречался с победителями всевозможных конкурсов, наши и дети, и взрослые. Со спортсменами, с учеными. С учеными, у меня спортсмены с учеными, да. Ну и, конечно, вот я вообще жил через дорогу вот здесь. Вот, 8 лет я каждое утро проезжал. И когда видел, как детей вот так вот гурьбой выводят, я отворачивался и шел, потому что смотреть на это невозможно, конечно, потому что, ну, это когда маленький ребенок, и у него нету дома, и он практически с момента рождения до 4-5 лет он живет здесь. Это, конечно, здорово, это замечательный коллектив работы, замечательное здание было построено, мы там постоянно там ремонтируем, покупаем оборудование, вот сегодня тоже договорились. Ну, это такая тяжелая история. Чувство вины? Нет, чувства вины здесь нету, чувство некой такой несправедливости. Это я помню, Ульфат Мансурович сюда, когда начал работать, он пошел сюда и пришел ко мне после этого такой потрясенный. Он так очень, ну, близко принял это к сердцу. И сейчас вот я, кстати, разговаривал с главным руководителем Дома ребенка. Она говорит, Ульфат Мансурович приходил, говорит, очень, говорит, любил. Там фотографии потом, есть да, на стенах да, его. да. Вот, ну, что это дает нам? Это дает нам, что мы, скажем так, с одной стороны, правильно делаем. Вот для меня сейчас это прям идея фикс, я этим занимаюсь, создать систему реабилитации, создать систему поддержки вот, семей с особенными детьми. Их становится больше, это объективно. На это есть разные причины. Ну, и детишки болеют. Ну и, конечно, мы должны понимать, что мы сейчас выхаживаем тех детей, которые практически раньше были Шансов у них не было. нежизнеспособны. Понятно, они чуть отстают в развитии, но если в семье, в тепле, при нормальной медицине делается, детишки становятся на ноги, становятся вполне нормальными и замечательными людьми вырастают. Вот, поэтому вот недалеко, вы знаете, мы еще полтора года назад мы начали строить реабилитационный центр «Салют», и мы его совсем практически по-другому делаем. Он будет круглогодичный, круглосуточный, с учебным блоком, чтобы могли приезжать, проходить реабилитацию, месяц-два жить, как говорится, но чтобы не отрываться от школы, те, кто учится, будет учебный корпус. Он будет республиканский. Республиканский, большой, да. И это вот старт большой программы. Вот полтора года. После этого мы хотим такие же реабилитационные центры, 2, чтобы Уфа все равно все это не покроет. Это в Сибае, там уже мы на уровне проектных решений находимся. И на северо-востоке, в Месигутово мы договорились, там даже здание подобрали, которое мы будем. Вот. Ну и, конечно, как это не тяжело, вот часть этих детишек, которых мы сегодня видели, они практически, в чрезвычайно сложном состоянии находятся, по состоянию здоровья. Их будущее, вполне возможно, это хоспис, периодический хоспис, поэтому и вот мы приняли такое решение в свое время начать строить хоспис. И я еще, когда мы проектировали, я сразу сказал, вы делаете, я говорю, по-нормальному сразу. По-нормальному это значит со всеми зонами, с зонами прогулок, зонами реабилитации. Сразу сказал, делайте достаточный коечный фонд и для взрослых, и для детей. Там у нас будет 40 коек для взрослых, 20 для детей. Вы даже продумали гостиницу для персонала. Там даже мы продумали, что будет маленькая, значит, молельная для мусульман, маленькая молельная для православных и для иудеев.
Вот. Там хороший объект, мы его, даст Бог, как говорится, в следующем году сдадим. Это вот то, что я всегда на вопрос, который возникает, вот дети, да, такие, но я не могу решить, чтобы они не болели. Но я могу своими усилиями, нашей командой сделать так, чтобы медицина была все-таки получше. И чтобы не были достойные условия. Чтобы были достойные условия. Это вот как раз развитие материальной базы, то, чем мы занимаемся. Я не могу там людей не пить заставить, но я могу общество сделать и чиновников своих сделать, чтобы они не были черствыми. Поэтому я вот, кстати, совещание проводил вчера только с главами. Я сказал, вы возьмите, пожалуйста, под личный контроль. Новый год, это вот один раз, я говорю, вас по-серьезному так, прошу в году. Ну, сделайте так, чтобы каждый ребенок, особенно на Новый год, какую-то толику вашего внимания получил. Посмотрим. Вот, мы, к сожалению, из-за коронавируса не можем наши елки провести в полном объеме, как мы хотели. Все-таки детей поберечь надо. И грипп сейчас ходит. Ну вот, дай бог, в следующем году и елочки будем. А пока решили просто подарки доставлять на дом. Райфрич, рабочие поездки, вы заговорили про глав. Рабочие поездки. Вот мы анализировали с нашей командой, тоже с командой программы «Республика Лайф». Мы тоже живем вашей жизнью. И вот смотрите, вы поехали в Давлеканово, были на обувной фабрике, проанализировали, как они работают. И появилась после этого программа развития легкой промышленности. Так точно, да. Поехали за Уралье, посмотрели, что там проблемы с золотодобычей, с экологией. Появилась программа по контролю за этим направлением. Потом, если брать сельское хозяйство, Хайбулинский район, засуха, поехали, поговорили с аграриями. У нас после этого появились серьезные меры поддержки для наших аграриев. Пусть с задержками, но мы им, тем не менее, выплачиваем то, что обещали, субсидии даем. Вот я к чему это веду? Вот рабочие поездки для вас получается как таким вот неким толчком, стимулом для дальнейшего движения. Одним из даже. Я же, смотрите, вот мои же поездки, я же не турист здесь, понимаете, я туда езжу не там загорать и не там на лыжах кататься. Поездку мы всегда готовим, потому что анализируем ситуацию, куда едем. Я стараюсь, чтобы все-таки я попадал туда, где реально нужна помощь. И вот почему в обувную мы пришли, они так немножко в сложном были состоянии. И глава мне посоветовал, давайте вот туда пойдем. Я посмотрел уникально. Давлеканово, да. Вот, поэтому эта поездка, она всегда рабочая. И я могу сказать, что вот эти поездки, я честно устаю там, потому что там вот утром выезжаешь, там очень часто, сейчас я периодически, вы знаете, летаю на вертолете. Во-первых, это все-таки у меня там 2 машины, когда идет, и все-таки мы на скорости идем, и другим их участникам мы не мешаем. Ну и экономия времени, это самое главное. Самое главное, конечно, экономия времени, потому что я за это время успеваю полностью прошерстить, как говорится, ситуацию, еще вернуться, еще там кучу дел сделать. Там самое тяжелое, что постоянно череда встреч идет. А вы впитываете в себя? Это впитываешь, потому что там, как правило, я же говорю, нас не с пряниками же очень часто встречают. И очень часто, как правило, ты имеешь дело с проблемами. Хотя мне очень хочется там, ходить на предприятия, которые, я имею в виду, там, открывать новые школы. Я стараюсь все-таки это делать, потому что это уже сделанное дело, да. Как правило, вы на открытие реже ездите, если честно. Да. Вы в проблемные места в основном. Потихонечку все-таки, когда вижу, хорошие школы построили, я заезжаю, на этаже посмотрю, и я же тоже должен подпитываться от того, что мы идем, потому что это естественно. У меня я был позавчера, 3 дня назад в Москве, нам вручали как раз сертификаты ЮНЕСКО. И там я встретил очень своих коллег, которыми в Москве работал. И они все меня хорошо знают. И они мне одну вещь сказали. Вот Константин Иосифович Косачев, он международник известный. Он говорит, я на тебя смотрю и вижу, что ты, как он сказал, что ты просто кайфуешь. Как ты сказал. Потому что, говорит, видно. Потому что живете полноценной жизнью. Я говорю, я дома. И конечно, мы с ним много работали вместе в администрации. Я говорю, мы много хорошего сделали для страны. Вот. Но я говорю, там я сразу, если что-то делаю, я сразу вижу результат. Я вижу там одобрение людей или неодобрение. Поэтому я говорю, ты абсолютно прав, мне эта работа нравится. Поэтому и рабочие поездки вас и подпитывают в том числе.
мне еще важно было, особенно первый год, я всегда смотрел, как люди смотрят на главу, потому что когда мы пришли, вы знаете, мы в принципе довольно На главу района вы имеете в На виду? главу района, города мы большую ротацию сделали глав муниципалитетов. Ну, часть людей мы потихонечку там перевели на другую работу. И появилось много молодых. Я когда своим кадровикам всегда в администрации говорю, когда человека нанимаете, первый на такую должность, я говорю, первый вы смотрите на человеческие качества. Второе только потом профессиональное и так далее и тому подобное. То есть вот когда совокупность есть человеческих профессиональных качеств, мы принимаем решение рекомендовать его на работу в какой-то муниципалитет. Первое человеческие качества, потому что сейчас мы вообще, мне кажется, система вообще управления, там, концепция управления, она совсем другой характер приобретает. Жесткостью нельзя. Жесткостью нет, жесткостью нельзя и слабостью нельзя. Вот я же говорю, простые человеческие качества. Человеческие качества даже не значит, что ты должен быть мягким. Вот, это значит, что ты должен быть человеком, действовать по справедливости. Вот, и вот я всегда смотрел, и это поездки. Я, кстати, не считал, сколько я проехал. У меня, знаете, Ради Фаритович, я вам скажу, у нас сейчас, вот через 2 программы будет 400-я программа. 400 программ Республики Лайф, это 400 ваших рабочих поездок, так или иначе. С одной поездки, может быть, да. с одной поездки Да. 2 программы могло быть. Некоторые поездки мы не снимали лайф, так что это тоже есть. У меня определенный дисбаланс, даже вчера шутили, помните, там, так получилось, что одно время я в Сибай ездил, несколько раз мне 6 раз за 1 год. Не за год, за 2 месяца я 6 раз туда Ну да, съездил. в совокупности за период. Потому что там, помните, карьер горел, и там надо было просто быть рядом с людьми. Потом у нас, когда я видел в Баймаке много вопросов и много внимания мы не уделили. Мы так вот я Не начал. уделили. Мы начали заниматься там Баймаком. Конечно, получилось у меня много поездок вот на агломерацию Ишимбай-Салават, потому что мы запускали особую экономическую зону. Это не потому, что там Ваша родина. моя родина. Я на родину-то ездил так тихонечко без вас. Там я всегда любил ездить. У меня там за моей деревней, где я родился, есть потрясающее ущелье. Я туда вот ездил. Ради Фаритович, ну вот смотрите, рабочие поездки ваши, вы приезжаете, ну не как Дед Мороз, понятно же, да, но каждый глава пытается что-то хорошее показать, безусловно, и самые проблемные моменты, самые проблемные точки обязательно обнажить, потому что, на кого рассчитывать? Муниципалитет со своим бюджетом не справится, он рассчитывает на республику. Безусловно, знаете, работа постоянно у глав ведется, но когда, понятно, они приезжают глава, все-таки у меня полномочия, да, то есть я могу сходу принять решение. Условно говоря, вот мы с вами были сейчас в доме ребенка, у главного врача там 2 вопроса. Койка и система, значит, мониторинга остановки дыхания. Все, это вот я в понедельник все поручения раздам, и там, как процедуры пройдут, мы это сделаем. Я сразу быстро решаю, такие возможности есть. Вот. С районами, вообще, с районами какая сложность, чем мы... Дело в том, что особенно вот когда первый год я работал, мы там много вопросов решали. И много было таких острых проблем. Мы начали их решать. Мы начали проектировать, мы начали строить, но потом коронавирус. И многие мои поручения, которые я давал, где-то ФОП построить, где-то это, Они подвисли. Они просто подвисли. Вот я просто пример один, я даже поругивался. Акьяр, значит, в Хайбулинском районе в свое время начали строить ДК. Прямо в центре выкопали, значит, котлован, фундаментные блоки бросили. И он уже, если не ошибаюсь, там лет 10, наверное, стоит. Я дал поручение, соответственно, спроектировать и по новой. Проектировали год, правда. Вот и год спроектировали, но после этого у нас в РАИПе денег не было и отодвигали. То есть вот мое поручение, которое было дано где-то 2 с лишним года назад, оно пока, что мы сделали, только проект. Видите как, это коронавирус. Но мы сейчас приняли решение, если говорить про Акьяр, летом начнем там работы. Вот. И у меня вообще, вот когда я езжу по районам, вы знаете, у меня всегда сотрудник администрации с одной. Все делается поручение по итогам поездки, а контрольное управление отслеживает. Вообще, я делал недавно анализ большой исполнения поручений. Вот они там красным, зеленым. Очень приятно, когда много зеленого. Очень много. Там, я помню, в Туймазинский район приезжал, значит,
меня жители встретили, я выхожу, они сразу мне с воду С водой, да. дают. Попейте. типа. Бутылка воды такая была Да, коричневая. да. Я ее нюхаю, не то что пить, ее нюхать невозможно. Вот, и, значит, довели мы туда воду. Но я хочу сказать, Но что у вот нас жалоб опять- меньше стало да, вообще. Да, но другая история. Точно так же я приезжал, я помню, в Бураевский район, это было года 2. Руки мою вот так вот, и запах чувствую. Я говорю, что у вас за вода здесь такая? Такая вода. Значит, поручение мое до сих пор не исполнено, потому что там... Договор концессии, там сложный. Там водовод тянем и так далее. То есть где-то, вот, конечно, мы в некотором смысле пострадали, но я просто хочу сказать, вот чем я считаю, что вот это мое, это я. Я, если что-то сказал, я это буду все равно дожимать. Поэтому я думаю, что здесь получится. Ральфович, Новый год. Как Всё. будете отмечать? Дома, у себя здесь. Мы вот как нам даже... Я хотел вот маму Ульфата Мансуровича пригласить, она приболела. Ральфович, ну а малышня ваша, мальчики ваши, Замечательно. они не будут спать? Они болели, кстати. У меня дома был лазарет. Мы все переболели. У всех был грипп, мы все переболели. Ну, в смысле, дети. Очень, очень я переживал. Ну, маленький, когда температура 39,6. Вот. Но, слава богу, сейчас Новый год встретим хорошо. Все вместе, с семьей. Да, конечно. И желаем, Всем здоровья. это самое главное.